когда все окружало тихое безмолвие, и ночь в своем течении достигла середины, сошло с небес от царственных Христов всемогущее Слово Твое, Господи. Ven, corañón.
Когда Иосиф с Марией пришли в Вифлеем, для них не нашлось места, где голову преклонить. Все дома, куда бы они ни стучались, были заняты, и если дверь открывалась, то лишь для того, чтобы услышать сообщение от хозяина, что все места заняты. Многие из вас грустны, многие не видят смысла ни в жизни, ни в вере. Многие не ждут уже ничего хорошего. Почему так? Потому что двери сердец ваших заняты, а сердца ваших заняты. В них нет места для Бога. В них живет гнев, зависть, гордыня, чистые помыслы. Они уничтожают смысл, веру и любовь. Сами вы с ними не справитесь, но у вас есть врач. Он вас зовет и ждет. Я слышала ангела, он говорил правду. Наши души больные, моя душа больная, сердце занято. Ну как же так просто взять и подойти с этим совсем к Иисусу? Все время ведь учили меня, что сначала нужно как-то заслужить, заработать, только потом просить. А перед Богом, кажется, это такое ничтожество, что ли умолять, чтобы смелся, или уйти вообще и жить в конфликте с совестью. Ангел сказал, что можно прийти просто так. Господи, дай мне веру моему сердцу, что примешь меня такой, какая я есть, когда я стану перед тобой просить исцеления моей души. С Рождеством тебя, Фаустина! С Рождеством, Маргарита! Как хорошо праздновать, когда ты уже на небе! Давай молиться за людей на земле, как бы далеко они не ушли. В канун Рождества все думают о чем-то особенном. Они даже не подозревают, что это тоска по Богу. Они боятся, что Бог их осудит, что не поймет. Они не хотят открывать свои сердца для Божьего милосердия, так как там очень много грехов. Они из-за грехов они не видят даже то добро, которое сами делают. А ведь Бог тоже тоскует по ним. Ждет, когда придут. Через меня и тебя, когда мы еще жили на земле, говорил только о любви. Да, нужно молиться за людей, чтобы не боялись принять Божью любовь. Это ведь единственная мечта Божьего сердца. Помню, как в 1675 году Иисус пришел ко мне и показал свое сердце в пламени огня, окутанное тенью, и сказал: «Вот то сердце, которое так возлюбило людей, что унизило себя до самой смерти. Приведи ко мне души, я их люблю и жду. Хочу открыть для них свое сердце, чтобы они черпали из него любовь и милосердие, и все ласки, нужные им на пути к спасению». Потом прошло несколько веков, и в страшном 20 веке Бог посылал к людям и свою мать Марию, и многих святых, чтобы остановить грех, чтобы повернуть их к себе. Содрогнулась вся земля, увидев, до чего может дойти человек, отказавшийся от любви Бога. И в этом страшном веке Бог посылал людям песни о каре, о милосердии. Я, как и ты, помню,
что это произошло буквально час назад, как Иисус стал передо мной в снежно-белых одеждах, с правой рукой поднятой для благословения, а левой указывая на сердце, из которого выходило два луча, красный и синий. И Он мне сказал: это сокровище милости, которое изливается на души. Но не все души умеют пользоваться моей щедростью. Жажду спасения душ. Дочь моя, помоги мне спасать души. Фаустина, а давай молиться за людей. Пусть в эту ночь люди оставят грех и откроют свои сердца для Божьего милосердия. встречать Иисуса в рождественскую ночь. Мое сердце полное зависти. Я не могу спокойно слушать, когда хвалят других, когда замечают их прежде, чем меня. Я не могу спокойно смотреть на тех, кто лучше меня одет, у кого лучший дом. Меня распирает злость. Я ненавижу тех, кто достиг лучших результатов, чем я. Возьми эту свечу. Это свеча любви. Бог хочет подарить твоему сердцу любовь и покой. Если хочешь его об этом просить, иди к христианам и зажги свет в младенце. Как мне встречать Иисуса в рождественскую ночь? Как подойти к этим бедным, простым яслям?
как нагнуться, чтобы войти в этот убогий хлеб. Мне, человеку гордому, который всего в этой жизни добился сам, который считает себя лучше всех, выше всех, который презирает других людей. Как мне поклониться младенцу, если я считаю, что все должны кланяться передо мной? Выходит, есть ситуации деяния всемогущего. Но как мне принять свою слабость? Как мне с этим смириться? Я не могу этого принять. Отношений настоящих, человеческих нет. Я за жизнь создал себе столько масок сил, что я не представляю, кто я, каково мое истинное лицо. Друзей нет, да и кто будет дружить с таким подлецом, как я? Ведь мне доставляет огромное удовольствие унизить другого человека, показать его ничтожество. Возьми эту свечу. Это свеча смирения. Бог хочет подарить твоему сердцу смирение и покой. Если хочешь его об этом просить, иди к яслям и возьми свет от младенца. Как же мне встречать Иисуса в рождественскую ночь? Все, кто приходят к Нему, несут дары, а я ничего никому не люблю дарить, потому что всего жалко, времени жалко, денег жалко, всего жалко, да и вообще, кто придумал эти подарки, ничего не люблю никому дарить. А еще не хочу, чтобы обо мне знали ничего. Да и забор вокруг себя построила высокий-высокий, чтоб никто ничего не видел, да еще чтоб не сглазили, потому что я не хочу, чтобы обо мне знали, и ни о ком ничего не хочу знать, и детей-то учу. Ну, только что-то один ко мне. Возьми эту свечу, это свеча щедрости. Бог хочет подарить твоему сердцу щедрость и покой. Если хочешь его об этом просить, иди к яслям и возьми свет от младенца. Как мне встретить Иисуса в рождественскую ночь? В сердце только ярость, злость, агрессия. Никто мне не нравится, все раздражает, все мешают жить, хочется на всех кричать. Люди какие-то просто кошмарные стали, по-другому как криком, кулаками, с ними не поговорить. Сердце кидается, как дикий зверь в клетке, и так отчаянно и одиноко на душе. Возьми эту свечу. Это свеча доброты. Бог хочет подарить твоему сердцу сегодня доброту и покой. Если хочешь его об этом просить, иди к яслям и возьми свет от младенца. Как встретить Иисуса в рождественскую ночь? Грустно, все плохо, кризис затянулся. Люди не понимают, что там люди, свои родные не понимают. Жизнь не имеет смысла, полный мрак. Так было, есть и будет. И все же интересно, теплится ли где-то какой-то огонек? Возьми эту свечу.
сердцем, настоящим, не притворяющимся, простым. И тогда узнаете радость встречи, покой и счастье. Почувствуйте, что Иисус приходит к нам сейчас, сегодня, и вместе с Его приходом почувствуйте, как жизнь приобретает вечный смысл. В помощь я посылаю вам ангелов, ангела любви, ангела смирения, ангела щедрости, ангела надежды и ангела доброты. Не пропустите их приход в вашей ежедневной суете. Идите за